Старший преподаватель кафедры религиоведения и культурологии докторант, религиовед Ильнар Берегбаев разъяснил, какие негативные последствия несет деятельность террористической организации «Талибан», запрещенной на территории Республики Казахстан. Про талибов много противоречивой информации в интернете. Для того, чтобы быстрее понять, кто они, я предлагаю примерить ситуацию на себе. Давайте посмотрим, как изменилась бы наша жизнь при захвате Казахстана таким террористическим движением, как Талибан. Все мои предположения сделаны на основе действующих законов. В период правления талибами Афганистаном, Исламский Эмират Афганистан, с 1996 по 2001 год. Итак, во-первых, не будет больше Республики Казахстан. Будет Исламский Эмират Казахстан. Думаю, понятно, в каком положении окажутся представители других конфессий и атеисты. Под запрет попадут интернет, в том числе социальные сети. Попробуйте хоть один день прожить без социальных сетей. Телевидение, никаких фильмов и сериалов. Музыка и музыкальные инструменты. Нельзя будет слушать музыку даже в наушниках, запретят уроки музыки в школах. Изобразительное искусство, сожгут все картины. Запретят рисовать детям и взрослым. Мужчины обязательно должны будут носить бороду, учитывая, что большинство азиатов не могут похвастаться густой растительностью. Зрелище будет не из приятных. Женщинам не разрешат работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Доступ женщин к образованию будет ограничен. Прибавьте к этому ежедневные публичные казни, отрубание конечностей и забивание камнями. Хотели ли бы вы жить в таком государстве? Напишите в комментарии.